Китай готовится отправить очередную группу уйгуров, содержащихся в лагерях перевоспитания, на заводы и фабрики внутренних провинций. По сообщениям South China Morning Post, этот шаг является частью программы трудоустройства для десятков тысяч узников, которые прошли обучение в лагерях. Было отмечено, что несмотря на разрушительное воздействие коронавируса на экономику страны, Китай намерен продемонстрировать успех своей противоречивой политики в лагерях перевоспитания. В этом контексте было отмечено, что 50 тысяч человек будут отправлены в город Шэньчжэнь, который является высокотехнологичным производственным центром Китая. Свыше 30 тысяч человек направят в Шаогуань. В отчете Австралийского института стратегической политики содержится доказательство того, что в период с 2017 по 2019 годы Коммунистическая партия Китая отправила в трудовые лагеря свыше 80 тысяч уйгуров и других тюрков. Известный певец Халюк Левент, который часто публикует информацию о преследованиях и бесчеловечных действиях Коммунистической партии Китая в отношении тюрков, отреагировал на негативные комментарии подписчиков. Халюк Левент осудил китайское правительство, которое заключило тысячи семей в лагеря перевоспитания, посадило в тюрьмы сотни тысяч молодых людей и подвергает пыткам деятелей искусства, интеллектуалов и ученых. Певца, вставшего на защиту угнетенных мусульман, попытались оклеветать и забанить турецкие сторонники Коммунистической партии Китая. Его обвинили в разжигании розни между дружескими странами и необоснованности заявления о творящемся в уйгурском регионе беспределе. Противники певца считают, что все, что связано с Восточным Туркестаном, является ложью Соединенных Штатов Америки. В конце концов, Халюк Левент не выдержал и сделал следующее заявление. Некоторые спрашивают, о какой несправедливости вы говорите? Вы не понимаете, что ваши слова портят наши отношения с Китаем. Однако я встречался со многими семьями из Восточного Туркестана. Скажите, по-вашему, они лгут? Каждый из них рассказывал пережитое со слезами. Там действительно что-то происходит. Официальный Пекин опроверг утверждение о том, что китайские хакеры попытались украсть данные об исследованиях США, направленных на изобретение вакцины против коронавируса. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Цао Личьень оценил данное утверждение во время пресс-конференции в Пекине. Подчеркнув, что Китай является ведущей страной в разработке вакцин, Цао сказал, что критика без доказательств является клеветой, выдумкой и безнравственностью. Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США обвинили китайских хакеров в попытке украсть информацию об исследованиях по вакцине COVID-19. Власти США сообщили, что в связи с данной ситуацией в Китае будет направлено предупреждение. Во время пресс-конференции в Белом доме президент США заявил, что пересмотра торгового соглашения с Китаем не будет. На вопрос о просьбе Китая возобновить переговоры Трамп ответил следующим образом: «Это не в моих интересах. Давайте посмотрим, будут ли они придерживаться этого соглашения. Я слышал, что они хотят снова начать переговоры о соглашении, которое будет гарантировать их интересы. Однако мне это не интересно». После торговой войны, которая разгорелась в январе и продлилась 18 месяцев, между Вашингтоном и Пекином была подписана первая фаза торгового соглашения. В соответствии с ним США отменили дополнительные налоги для китайских товаров, а Пекин пообещал увеличить объем импорта из США. Турция осудила совместное заявление внешнеполитических ведомств Египта, Греции, греческой общины Кипра, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов по ливийскому конфликту и ситуации в восточной части Средиземного моря. Данное заявление – показатель двуличия группы стран, чья политика, направленная на формирование атмосферы хаоса и нестабильности в регионе, пренебрежение чаяниями народов на демократическое развитие и игнорирование действий путчистов и диктаторов разрушилось решительное неприятие Анкары, заявил представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.